Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 5 месяцев продолжался вынужденный перерыв в работе артистов театра оперы и балета имени Сооруна Маллона из-за пандемии коронавируса. И теперь театр возвращается к работе. О том, как артисты балета восстанавливают форму и готовятся к встрече со зрителями, мы поговорим с новым балетмейстером труппы Екатериной Тайшиной. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Вас назначили руководителем балетной труппы в очень непростое время, когда коллектив возвращается к зрителю почти после полугодового перерыва. Как вы сами восприняли это назначение и как отнеслись к этому ваши коллеги? Да, действительно, время у нас непростое, но для меня, конечно же, это большая ответственность, и я ставлю себе цели сделать нашу труппу еще более сильной, еще более творческой, более сплоченной. А как балетмейстер, конечно же, хочется больше творчества, раскрывать наших молодых артистов не только как танцоров, но и как хороших артистов в эмоциональном и в драматическом плане. Отнеслась я к этому совершенно спокойно и готова приступить к работе. В общем, мы уже начали свою работу. Вот и все, я думаю. Начинать новый сезон артистам всегда волнительно, тем более после столь длительного перерыва. И наверняка особенно тяжело артистам именно балета в плане восстановления физической формы. Как выстроена в этом плане работа сейчас? Или даже в условиях пандемии каким-то образом форма поддерживалась? Да, вы правы, что именно артистам балета это намного сложнее. Находясь дома 5 месяцев, понятно, что невозможно держать физическую форму именно на том уровне, которым она должна быть. Артисты, конечно же, понимали это, но потихоньку все равно старались держать свою форму. Сейчас мы начали работу, конечно же, с новыми правилами, с новым графиком мы это делаем. К сожалению, времени у нас не так много выделяется, так как все цеха должны стараться не соприкасаться друг с другом. И, например, классический урок у нас поделен на 3 группы. В балетном зале не должно находиться более 20 человек. Также через каждые 45 минут у нас санобработка обязательная. Потихоньку начинаем входить в форму. Мы уже начали готовиться к театральному сезону. У нас уже по вечерам тоже с небольшим количеством людей и с небольшим количеством времени мы начали репетировать. И артисты уже готовы, желают, уже устали отдыхать и хочется действительно работать, выйти на нашу любимую сцену и радовать наших зрителей. Насколько я знаю, в некоторых театрах нашей страны из-за пандемии были вынуждены ввестись новые правила, как то, например, исключать в спектаклях массовые сцены, заменять исполнение оркестра фонограммой и заполнять зрительный зал не полностью. Какие меры безопасности будут применены в нашем театре оперы и балета при открытии сезона? Как я и сказала, это у нас будет разделен график. В первую очередь, это я про репетиционное время говорю. А что касается наших выступлений, действительно, сейчас мы не можем показать наши большие полотна, и пока мы этот сезон, наш театральный, кстати, 50-й юбилейный сезон, мы начнем с проекта «Увертюра к сезону». Это будет 9 камерных концертов. Каждый концерт будет такой в камерном формате, где зрители будут у нас на сцене, артисты оперы, артисты балета, артисты оркестра, все будут выходить в небольшом количестве. Первый день проекта у нас начнется с 18 сентября.
В нем примут участие артисты хора и артисты оркестра. Мы решили начать его с такого театрального эксперимента. И такой театральный перевертыш у нас будет, когда зрители окажутся на сцене, а артисты хора уже будут в зрительном зале. Вот такой вот интересный ход придумали, и я думаю, что это будет действительно зрителям интересно. Все давно соскучились. Я уверена в том, что все соскучились по театру и уже ждут наших концертов. Далее у нас также будут камерные концерты солистов оперы с артистами оркестра. Тоже будет 3 концерта, будут подразделяться на эпохи. Это первый концерт это в стиле барокко, второй в стиле классицизма и третий уже в стиле романтизма. А что касается балета, то у нас тоже пройдут 3 камерных концерта. Это первый вечер у нас будет современной хореографии, где будут интересные номера. Они будут такие разнообразные, разноплановые, именно в современном формате, в моих постановках. Я думаю, что зрителям будет интересно посмотреть, увидеть своих любимых артистов в другом амплуа. И самим артистам будет очень интересно попробовать себя в другом формате. Также мы решили добавить немножко нотки юмора, и будет очень интересно. Второй наш камерный концерт будет посвящен классике, нашей традиционной классике, где зрители, ценители классического балета могут увидеть фрагменты из своих любимых балетов, как «Дон Кихот», «Корсар», «Жизель», «Сильфида» и многие другие. Наш третий вечер будет уже в синтезе с этими 2 стилями, это классика и современный, туда пойдут уже лучшие номера. И во всех 3 концертах, я думаю, люди уже соскучились по своим якутским звездам. Это обязательно будет выступать у нас Сарел Афанасьев, Юлия Мярина, Динара Гасанбайлаева, Павел Необутов. Также у нас пополнение в труппе. Мы сразу влили в репертуар, в наш репертуар наших молодых артистов, которых вы тоже сможете увидеть на этих концертах. Но вот если говорить о развитии и каких-то переменах у вас, как у нового руководителя труппы, наверняка есть свое творческое видение, куда нужно развиваться. Что нового вы готовы внести в уже имеющийся репертуар и на чем будете делать акцент в дальнейшей работе? Да, в планах, конечно же, разнообразить наш репертуар балетный. Конечно же, великие полотна, наша классика всегда были, есть и будут. Без них, конечно же, театр никуда. Но при этом хочется уже вливать уже какую-то новую струю, новые идеи, новые форматы. Я думаю, что зрителям будет интересно увидеть балеты современные. У меня в плане поставить в ближайшие месяцы камерный балет уже драматического формата, где артисты предстанут не только как танцоры, но здесь уже больше будет больше эмоций. Вот именно артисты раскроют себя именно как актеры, что, мне кажется, будет интересно самим артистам, ну и тем более нашим зрителям. Вот одной из задач нового руководства театра – это привлечение в театр нового молодого зрителя. Чем в этом плане вы готовы удивлять? Это хороший вопрос. Я всегда считала и считаю, что любовь к театру нужно прививать с детства. И наши детские впечатления, эмоции, они остаются с нами на протяжении всей жизни, и очень хочется ставить больше интересных детских проектов. Именно с моей стороны это, конечно же, балет. У меня уже был поставлен мною очень хорошая сказка «Страна фантазия», специально для того, чтобы детям было действительно интересно, и он
такие в формате динамики и больше сказки вот в балет хочется для детей внедрять, конечно же. И поэтому к Новому году планируется такой балет, как «Зимняя сказка», где, я думаю, что детям очень понравится, и не только детям, но и их родителям, дедушкам, бабушкам. Что касается молодежи, тоже я считаю, что их надо привлекать. И будут, конечно же, и для молодежи отдельные, сколько не отдельные, но будет ориентированы спектакли такие, которые молодежи будут очень нравиться. И действительно считаю, что дети и молодежь — это наше будущее, и надо действительно стараться привлекать их к театру. Ну а как бы вы оценили потенциал балетной труппы театра? И много ли новых артистов влилось в этом сезоне в ваш коллектив? Да, в этом сезоне у нас пополнение 4 новых артиста балета из нашей балетной школы. Мы рады принять их в нашу труппу. И, конечно же, наша труппа должна развиваться, она должна расширяться, также она должна становиться у нас сильнее. Будем над этим работать. Молодые люди пришли к нам хорошие, будем стараться с ними работать. И вообще наша труппа, она у нас молодая. И у нас есть действительно потенциал, и будем его, наших молодых артистов, раскрывать и стараться, чтобы наши зрители нами гордились, стараться еще больше работать и преподносить какие-то новые спектакли интересные. И думаю, что мы будем расти только ввысь. Этой весной должна была состояться премьера спектакля «12 стульев», но из-за пандемии она была перенесена. Когда нам ожидать новый спектакль и кто в нем будет задействован? Потому что ранее ведь предполагалось, что часть творческой группы будет приглашенной извне республики. Как в условиях пандемии будет этот спектакль ставиться? Как только будет разрешено выпускать большие полотна, сразу же у нас пройдет премьера «12 стульев». В нем примут участие наши звезды. Это Сарел Афанасьев, все артисты будут наши, Павел Необутов, в главных ролях Аргунов, Валерий. И спектакль сам по себе очень интересный, очень эксцентричный. Артисты работают с удовольствием. Конечно же, для ведущих, все мы знаем, что такие яркие образы, как Остап Бендер, Киса Воробьянинов, Элочка Людоедка, это уже очень ярко и интересно. И для артистов это, я думаю, с одной стороны тоже они с удовольствием это все делают, играют, и мы очень ждем, когда нам действительно уже можно будет выпустить нашу премьеру «12 стульев». И думаю, зрителям будет очень радостно и наконец-то увидеть этот спектакль, так как он у нас уже давно планируется, и все его ждут. Ну вот кроме премьеры «12 стульев», каких еще премьер ожидать в этом году якутскому зрителю? И будут ли возобновлены гастрольные спектакли других театров? О гастролях сейчас пока говорить рано. Мы все понимаем, что мы сами сидим и ждем, когда же нам разрешат выйти на сцену. Про гастроли мы пока еще в этом сезоне не думали. Также в этом сезоне пройдет вот камерный спектакль мой «История одного вокзала», где будут рассказаны истории и судьбы разных людей из разных эпох. Будет он такой в драматическом формате. Я думаю, что мне самой очень не терпится приступить к работе к этому спектаклю.
Я думаю, что будет очень интересно. Далее, к Новому году, как я уже говорила, у нас планируется зимняя сказка для наших детей. Также по балету я могу сказать, что надеюсь, что у нас получится сделать премьеру «Благословенных узоров», двухактный якутский балет, композитор Кирилл Герасимов, хореографом, постановщиком буду я. Вот так вот. Пока по балету такие вот премьеры у нас. Ну, не секрет, что творческие люди в большинстве своем мечтатели. Вот вы, как балетмейстер, о чем мечтаете? Какой спектакль хотите поставить когда-нибудь на сцене родного театра? Как балетмейстер, я скажу обобщенно, что я мечтаю быть разноплановым в этом формате. Очень хочется работать, конечно же, над большими полотнами. Хочется ставить себе большие цели и идти к ним. Давайте я пока свою мечту раскрывать не буду. Я думаю, что если получится, то зрители в скором времени должны это все увидеть. Мечты, они все-таки, я думаю, наши и мои осуществятся. Ну, в общем, хочется быть действительно разносторонней, потому что я понимаю, что театр должен быть разноплановым, и классика, она должна быть обязательно. Также хочется и стараться работать в русле того, чтобы и наши дети любили к нам приходить, и наша молодежь с удовольствием шла к нам. И будем работать вот в этом направлении, смотреть в разные стороны и двигаться вперед. Я думаю, что главное безостановочно творить, и все будет хорошо. Я больше чем уверен, что все вами задуманное обязательно исполнится. Екатерина, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо вам. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Но о предстоящем сезоне в Театре оперы и балета мы говорили сегодня с новым балетмейстером труппы Екатериной Тайшиной. До встречи в эфире.